Княжна Романова Мария Владимировна, глава императорского дома, посетила Казань. Она уже трижды бывала здесь. И с Казанью чету Романовых связывает многое. Приезд первых лиц монаршего дома для Казани был явлением довольно частым. В свое время наш город посещали 6 императоров и 1 императрица. И каждый из Романовых оставлял в нашем городе много следов, которые до сих пор хранит история. По следам великой династии в нашем городе прогулялся Артем Шарипов. Княжеский визит в Казань совершила Мария Владимировна. Глава императорского дома в изгнании 3-й раз приезжает в наш город. И так приятно именно видеть, повторяю то, что мы раньше там внизу говорили, что вот эта симфония тоже между правительством и духовенством, этот баланс, это, безусловно, надо вам дать огромную благодарность, что это вы соблюдаете. В Казани побывали 7 императоров династии Романовых. При каждом визите город менялся кардинально. В то время крупные спортивные мероприятия, меняющие облик города, не проводились. Инфраструктуру в короткие сроки менял приезд Его Величества. Александр оставил несколько распоряжений касающихся нашего города. Каждое купеческое судно, приезжающее в наш город, должно привозить по 30 камней для мощения казанских улиц. И вот эта улица Воскресенская, ныне Кремлевская, была выложена булыжниками. Традицию вояжа Романовых в Казань заложил Петр I. Здорово! Здорово, Иван Артемьевич! Здорово! В наш город он заехал по пути в персидский поход. Остановился в доме купца Михляева, который устроил для императора королевские забавы. В районе улицы Баумна провели травлю медведей. В тот приезд император праздновал 50-летие. В честь этого и в благодарность Петру за то, что подарил Михляеву суконные мануфактуры, промышленник Михляев воздвиг Петропавловский собор. Благодаря этой суконной фабрике потом обмундировала вся российская армия. В течение 18-19 веков именно здесь у нас солдат одевали в шинели и так далее. Наша суконка стала одним из самых крупных предприятий не только в Казани, но и вообще в России. Через полвека Казань посетила Екатерина II, приплыла на галере Тверь. Казань встретил ее по-королевски. От берега Казанки до Кремля дорога была усыпана лепестками роз. Когда она приехала в 1767 году, тогда же прибыла депутация татарских купцов и муж с просьбой о строительстве каменных мечетей. И их просьба была удовлетворена, и именно тогда в Казани были построены самые старые ныне мечети Марджани и Апанаевская. Уже позже приезжал и Павел, и Николай I, именно с ними связаны события на Арском поле. Павел смотрел там военный парад Оренбургского полка, а Николай имел дело с суконщиками. 200 лет назад на этом месте заканчивался город. От улицы Большая Красная до Бутлерова не было ничего. Поэтому, когда приезжал император, здесь в честь него устраивали военный парад. На одном из таких участвовал Николай I. Когда он приезжал со своей свитой, к нему сквозь толпу жандармов пробились суконщики с жалобой. В нем, в императоре, они видели последнюю надежду. Однако сам император к ним отнесся очень строго. Как пишут историки, повел усом. А уже через пару месяцев все они были наказаны. Многие с семьями были отправлены в Сибирь. Кстати говоря, по этой же дороге. В 1842 году Казань сгорела практически полностью. Император Николай выделил 1 миллион рублей Казани из Государственного банка. Еще 50 тысяч из собственного кармана, что помогло восстановить город. После приезжали и Александр II, и Александр III. Мы стоим на площади 1 мая. До революции она называлась Александровской. Была она переименована в связи с установкой памятника в 1895 году, памятника в честь Александра II Освободителя. Практически каждый побывавший император оставил огромный след в истории Казани. При Петре I была масса нововведений. Главное из них – это Адмиралтейство и первое светское учебное заведение. При Екатерине нового еще больше – и пороховой завод, и каменные мечети. При Александре I был открыт университет, а при Александре III открылось движение по Казанской железной дороге. У Романовых, говорят, было особое отношение к Казани. Вы знаете, что наше казанское ополчение вместе с Нижегородским вышло для борьбы за сохранение России. Икона Казанской Божьей Матери, привезенная казанским ополчением войска Пожарского, вело освободителей в бой. А икона Федоровская почитается святыней дома Романовых. Именно ей казанский митрополит Ефрем помазал первого Романова на царский престол. Сейчас ее список находится в Никольском кафедральном соборе. В 1164 году Андрей Боголюбский написал эту икону. Другое предание, что она пришла к нам из Византии.
Именно при Романовых страна достигла небывалых успехов и также небывало рухнула в бездну войны гражданской и революции. Тем не менее, с Казанью их связывало больше положительных воспоминаний. Артем Шарипов, Ленар Хузиахметов, Петр Шамбазов, Игорь Романов. Столица. Итоги недели.